В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения моего отца, полного кавалера орденов боевой славы Петрова Дмитрия Ананьевича, единственного из якутов, удостоенный ордена славы всех 3 степеней. Орден Славы учрежден 8 ноября 1943 года. Им награждались лица рядового и сержантского состава Красной Армии, а в авиации – лица, имеющие звание младшего лейтенанта, проявившие в боях за советскую родину славные подвиги храбрости, мужества и бесстрашия. Орден Славы состоит из 3 степеней, высшая из которых первая. Автор проекта ордена – художник Москалев. Знак Ордена Славы представляет собой 5-конечную звезду, на лицевой стороне которой круглый медальон с рельефным изображением Кремля со Спасской башней в центре. По окружности медальона лавровый венок. В нижней части круга выпуклая надпись «Слава» на красной эмалевой ленточке. Знак 1 степени изготавливался из золота, 2 из серебра с позолочением медальона, 3 из серебра. Лента ордена состоит из 5 продольных, равных по ширине, чередующихся полос, 3 черных и 2 оранжевого цвета. Края ленты окаймлены узкими оранжевыми полосками. К концу войны было произведено около 1500 награждений орденом 1 степени, около 17 тысяч 2 и около 250 тысяч 3. Полных кавалеров Ордена Славы насчитывается 2671 человек. Он участвовал в боях по освобождению Украины от бандеровцев, освобождал Европу и участвовал в берлинском направлении, дошел почти до Берлина. О его боевом пути расскажут его правнуки, внуки моих братьев, Стручков Руслан и Ананий Петров, учащихся 7 классов школ города Якутска. Прадед призвал в ряды Красной Армии в марте 1942 года, проходил воинскую подготовку в частях Забайкальского округа, а затем в воинских школах в Московской и Ивановской областях. Хороший охотник и меткий стрелок, быстро овладел воинскими специальностями пулеметчика, снайпера и автоматчика. Зимой 1942 года, как меткий стрелок, был направлен в Гороховецкий военный лагерь Московского военного округа, где стал курсантом 10-го снайперского полка. В течение 9 месяцев служил командиром отделения, затем помощником командира взвода по подготовке снайперов. В январе-феврале 1944 года входит в состав 65-й Волновахской танковой бригады моторизированной роты, где обучается в качестве танкодесантника-автоматчика. С марта направляется в Западную Украину. В мае 1944 года принимает участие в освобождении города Слуцк, Ровно, Любомель, Опалин. За боевые отличия в этом бою сержант Петров награжден Орденом Славы 3 степени. В наградном листе от 22 июля 1944 года написано: сержант Петров, действуя в составе батальона автоматчиков 65-й танковой бригады 11-танкового корпуса в бою за переправу реки Западный Буг в районе поселка. Ночью в составе отделения форсировал эту реку под прикрытием темноты, пробрался в траншеи противника огнем из ручного пулемета и гранатами, содействовал успешному захвату переправы отделения, удерживал переправу с отделением до похода основных сил, достоин награждения Орденом Славы 3 степени. В боях при вторжении в Бранденбургскую провинцию и овладении 4 городами 31 января 1945 года прадед получает 6-ю благодарность от Сталина. В бою за город Третин сержант Петров в числе первых ворвался в населенный пункт. Он ликвидировал расчет вражеской пушки, чем способствовал продвижению наших танков. В уличных боях истребил 3 «Фауста» и 5 немецких солдат. За этот подвиг он удостоен Ордена Славы 2 степени. 20 апреля 1945 года в боях за населенный пункт Хойнштейн, проявляя исключительный героизм и бесстрашие в боях, рискуя жизнью,
пополз к дзоту противника, который огнем из танкового пулемета не давал роте подняться в атаку. Забросав гранатами амбразуру, уничтожил дзота в составе 8 солдат и 1 станковый пулемет, чем решился исход боя за этот пункт. В этом сражении был ранен, обливаясь кровью, продолжал выполнять подставленную задачу, представлен к ордену славы 1 степени. Вернулся прадед, инвалидом войны, почти без левой руки, свой родной Алас. Труженики колхоза Ворошилов встретили своего героя в Исехе Победы. После войны Дмитрий Петров работал в разных учреждениях и организациях на управленческих должностях. Вместе с героем Советского Союза с Охлопковым работал на военном столе, был лицотрудником районной газеты, где бы он ни работал, везде проявлял активную жизненную позицию, был хорошим организатором, стратегом и тактиком во всех делах, пользовался большим уважением людей, в то же время был прост в общении с людьми, скромен. Умер Дмитрий Ананьевич Петров 8 ноября 1971 году, 50 лет от роду, похоронен на площади Славы в селе Ытык-Кёле. Его имя присвоено в Ытык-Кёльской средней школы номер 2 в 2003 году. Мой дедушка Гаврил в родных местах прадедушки Дмитрия Ананьевича построил дом. Мой дед рассказывает о своем отце, каким он был, как работал и любил родину, и как воспитывал своих сыновей и дочерей. На площади Исеха Победы стоят Сергия Победы, макет часовни, памятника, посвященного в память погибших, не вернувшихся на поле сражений ворошиловцев. Этой стелой памятники потомки легендарных ворошиловцев выражают свою благодарность, подвиги и доблестный труд во время войны своих предков. Мы, как и старшее поколение, следуем заветам предков. Никто не забыт, ничто не забыто. Помним, гордимся, благодарим. После войны он узнал, что он воевал вместе рядом со своими земляками. Это герой Советского Союза Павлов Валентин Васильевич. Павлов Валентин Васильевич был командиром 3-го танкового батальона, а отец у нас служил в 12-м мотострелковом батальоне. И часто их задания штурмовые, значит, они соприкасались, и часто приходилось отцу садиться на броню танков 3-го танкового батальона под руководством командира Павлова Валентина Васильевича. Чусовской Николай Николаевич, герой Советского Союза, тоже уроженец Якутии. Он тоже служил в Первом Белорусском фронте. И вот Зейловские высоты, отец мой тоже в них участвовал, но он участвовал в составе 11-й танковой бригады, а, значит, Чусовской он в составе 8-й, значит, танковой армии, но он руководил, был командиром стрелкового батальона. И за Зейловские высоты он был удостоен звания Героя Советского Союза. Как уже рассказали, отец был ранен под Хоенштейном, и благодаря его героическому поступку Хоенштейн был, значит, завоеван нашими танками. За это он получил орден 1-й степени славы, но ему это присудили решением, указом Президиума Верховного Совета уже после войны. В 1947 году он получил этот орден. С 2 орденами в 1946 году, после годового лечения в госпитале, он вернулся на свою историческую родину. Левая рука у него почти сохшая была, но тогда был приказ Сталина: тех, которые ранены в руку и в ногу, надо их полечить, чтобы они были полноценными.
Ну, отец с одной левой рукой, сохший, вернулся на свою родину. В 1946 году произошла историческая встреча колхозников-ворошиловцев со своими героями, оставшихся в живых и вернувшихся с поля битвы. На исходе победы в 1946 году вручали медали, сталинские медали за самоотверженный труд труженикам, колхозникам, которые трудились в тылу. У нас, у потомков ворошиловцев, есть историческая фотография, которая стала брендом, переходит из рук в руки, переходит из книг в книги. На этом фотографии запечатлены участники войны, вернувшиеся с фронта, и труженики тыла, которые награждены медалью за самоотверженный труд в тылу. Встречая этот юбилейный год, мы, потомки ворошиловцев, поставили большой стенд из 216 портретов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, увековечили их портреты на гранитах. Также мы воздвинули вторую стелу, на котором есть списки погибших, которые не вернулись с поля битвы, которые неизвестно где захоронены. Их всего у нас 52. 59 – это списки наших ветеранов, которые вернулись с войны. И 111 ветеранов тыла, колхозников, которые трудились в годы войны. Приятная новость. СМИ телепрограмма «Точка взаимодействия» теперь имеет возможность создания имиджевых телепрограмм с дальнейшим размещением на телеканалах и в социальных сетях. СМИ может организовывать прямые эфиры и трансляции с 3 камер в интернет с сочетанием других программ типа Zoom, или приедет и поможет записать ваше мероприятие с 4 камер. Если у вас нет помещения, мы поможем подобрать его для вас. Подробности на сайте Округ ТВ.